Во, тоже прикольно. Я готов все, что есть, отдать, лишь была бы на мне благодать. Друзья, кто из вас пел когда-нибудь такие песни? Я вам хочу сказать, это одни из самых опасных песен нашей жизни. Это одни из самых страшных песен нашей жизни. Это одни из самых, наверное, не вмещающихся иногда в Божий план, в Божьи какие-то мысли, вещи, которые нам иногда приходится делать на основании того, что мы провозглашали и говорили в этих песнях. Вау, ты приехал в Афганистан, а тебе говорят, человек Божий, слава Богу, что ты есть. Вот тебе ООНовская программа, вот тебе оборудование, вот тебе кабинет, вот тебе 10 тысяч баксов зарплата, потому что по ООНовским меркам это копейки. Это копейки. Я помню этот момент, когда мы должны были ехать сюда, и ко мне пришел человек, говорит, какая миссия, какой Бишкек, поехали к нам в Москву, у нас 1 миллион кыргызов живет, мы тебе дадим вот это, мы все оплатим, мы все создадим, мы поделимся бизнесом. И знаете, буквально ты до этого пел, как песня, Леша, еще раз напомни. Я готов все, что есть, отдать. Лишь была бы на мне благодать, а благодать – это послушание Господу. Скажи со мной, вера – это послушание Господу. Скажи со мной, благодать – это послушание Господу. Знаете, мы поем эти песни. Я готов все, что есть, отдать. Лишь была бы на мне благодать. Или оставлю все и пойду за тобой. Оставлю все и пойду. Буквально вышел ты из этой двери. И первое, что тебе судьба предлагает, и говорит, зачем тебе церковь в воскресенье? Вот тебе возможность зарабатывать 3000 баксов. Каждое воскресенье просто тебе нужно быть с 5 до 8 на телефоне. И ты говоришь, Бог, сорямба, ты же все видишь, ты же все понимаешь, ты же в теме, ты меня поймешь. Сколько таких ситуаций в жизни людей, сколько таких обстоятельств в жизни людей, сколько я встречаю сегодня ребят, верующих, бывших верующих, у которых свой придуманный Христос, которому больше не надо петь, оставлю все и пойду за тобой. Будем играть эту песню? Оставлю все. Давай про благодать, брат. Давай про благодать, если тебе ближе благодать. Я готов все, что есть, отдать. Лишь была бы на мне благодать. И ты такой певец, и ты такой хорошенький, приходишь в церковь. И когда Бог тебе говорит, пришло время все отдать, все оставить, ты говоришь, сорямба. У меня, Господь, у меня есть планы, у меня есть ожидания, у меня есть понимание того, как ты должен действовать. Поэтому сорямба. И у многих людей сегодня, ты встречаешь этих ребят на базаре, ты встречаешь этих людей в разных городах, у них свой карманный Иисус Христос. Карманный Иисус Христос. Он им нужен тогда, когда он из кармана его вытаскивает и говорит, Иисус, помоги мне, пожалуйста, в этой ситуации. И потом этого Иисуса обратно прячет себе в карман. И когда этот Иисус говорит, я хочу, чтобы ты пожертвовал, я хочу, чтобы ты сделал какие-то вещи, я хочу, чтобы ты пошел какими-то путями туда, куда я хочу, ты говоришь, сорямба. Сорямба. И потом приходишь в очередной раз на собрание, а там эта песня. Я готов все, что есть, отдать. И ты думаешь, а правда ли это? Однажды я стоял перед большим собранием. На мне такой был черный красивый костюм, лакированные галстуки. Ой, галстуки, говорю, ведь туфли, галстук тоже был красный или какой-нибудь модный, не знаю, не помню уже. Я помню, я стоял, большое помещение, большой зал. Куча вещей, которые я переживал на тот момент. Я был директор Евангельского альянса или президент Евангельского альянса. Я был пастором одной из самых больших, крупнейших церквей в Кыргызстане. Меня приглашали в разные места. Люди здоровались со мной 2 руками. Я помню, знаете, я стоял на сцене и шло прославление. Мы пели какую-то песню, типа того, чтобы чего-то отдать ради того, чтобы пойти за Христом. И мне Дух Святой сказал, а готов ты все это оставить для того, чтобы поехать на миссию? Периодически в нашей жизни происходит такая ситуация, когда мы переживаем Бога очень близко, мы переживаем Бога очень, очень невероятно. И в такие моменты эмоционального подъема мы говорим, Бог, да, конечно, я для тебя все готов отдать. Я готов пойти за тобой, куда ты скажешь. Я готов сделать те вещи, которым ты меня призываешь. Я
невзирая ни на что, я преодолею, я совершу, сделаю какие-то обещания, которые я обещаю тебе сегодня. И я стоял на сцене, я говорил: Бог, ты знаешь, я пойду за тобой в любое место, куда бы ты меня ни призвал. И однажды этот момент состоялся. Однажды этот момент произошел. В очередной раз я был в этом собрании. И Дух Святой мне сказал: пришел тот момент. Пришел тот самый момент, когда ты обещал мне, и пришло время исполнять свои обещания. А я сказал: хорошо, Господь. Знаете, когда ты готов исполнить то, к чему тебя Бог призывает, когда ты готов сделать те вещи, которые Бог от тебя ожидает, когда ты готов просто посвятить себя и угодить Ему, это и есть настоящая вера. Помните, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что вера – это жертвенность. Вера – это когда ты жертвуешь. Потом Алексей нам говорил о том, что вера, она базируется на надежде, когда ты понимаешь, в кого ты уверовал, когда ты встречаешься с тем, которому можно доверять, на которого можно положиться. И это все база наших отношений со Христом, с Богом. И я сегодня хотел бы поговорить с вами об одном аспекте веры, который очень важен, без которого твоя вера, она может потерпеть кораблекрушение, как об этом говорит послание Тимофею. Это то, что было в сердце Еноха. Это то, что было в сердце человека, которого звали Енох, и о котором совсем короткое упоминание в Библии. Кто из вас читал о том, что Библия говорит так: каждый приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и второе, что Он воздает ищущим Его. Вы же читали это место Писания. А вы когда-нибудь задумывались, это 6 стих Евангелия, послание евреям, 11 глава, покажи нам, пожалуйста, 5 и 6 стих. Послание евреям, 11 глава, 6 стих. Так вот, 6 стих. Когда здесь написано, что Он вознаграждает тех, кто Его прилежно ищет, что Он есть, и Он обязательно открывается для тех, кто приходит к Нему. Вот это продолжение истории Еноха. 6 стих – это продолжение 5 стиха. На самом деле мы иногда берем этот стих, и мы его из контекста выдергиваем, и мы его используем в каких-то ситуациях. Иногда по делу, иногда не по делу. Но нам нужно помнить о том, что это было сказано в контексте жизни Еноха. Давай снова прочтем 5 и 6 стих. Евреям 11 глава, с 5 стиха. «Благодаря вере Енох был взят из этого мира, не увидев смерти. Его нигде не могли найти, потому что Бог взял его. Но до того, как он был взят, он заслужил одобрение, как человек, угодивший Богу». И давай 6 стих. «Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет». На самом деле, я понимаю одно. Бог сегодня хочет коснуться и достучаться каждого из нас. Когда мы открываем Писание, и мы понимаем о том, кто такой Енох, на самом деле не каждый из нас мы захотим подражать его вере. Когда ты откроешь книгу «Бытие», 5 главу, там чуть-чуть больше написано про этого персонажа. У нас есть этот слайд, 5 глава, книга «Бытие». Написано так: когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. Начало повествования ни о чем. После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. Всего Иаред жил 962 года. Запомни это слово, 962 года. Следующий стих. Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. Мафусал известен тем, что он жил дольше всех людей, которые жили на земле. Он прожил самую длинную жизнь. И после рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет. И у него были еще сыновья и дочери. Если мы остановимся здесь, я хочу тебе сказать, Енох это был прадед Ноя. И именно Ною Бог поручил после смерти Мафусала войти в ковчег и спастись от развращенного мира. Когда мы читаем всю эту историю, мы думаем, что на земле жило 12 человек или там 15 человек. И они были милые ребята. У них была воскресная церковь. Они общались о том, как Бог благ. Но на самом деле
В этот момент, когда родился Енох, на земле происходило страшное. Грех, он уже вошел. И грех прогрессировал очень быстро. Когда мы читаем о том, что первый человек, он упал через непослушание, второй человек, он уже начал убивать других людей. Когда Библия говорит, когда Ной вошел в ковчег, Бог погубил все человечество, потому что оно было развращено. Когда появился Енох, земля уже была разрушена грехом. Земля была уничтожена. Грех настолько быстро вторгся в жизни людей, что он начал разъедать все сферы жизни человечества. Грех был в обществе, грех был в отношениях, грех был в семьях, грех был везде. Сегодня многие люди, они обмануты тем, что они думают, да, это всего лишь маленький грешочек, это всего лишь мелочь, которую я говорю, это всего лишь мелочь, на которую я смотрю, это всего лишь мелочь, которой я сегодня питаю свое сердце. Если это грех, неважно, как он называется, большой или маленький, он убьет тебя, потому что цель любого греха – уничтожить человека. И грех вошел в общество. Но Енох был удивительный человек. Библия говорит, что он дожил до 365 лет, и про него сказано так: он ходил с Богом. Потом его не стало, потому что Бог взял его. Знаете, когда мы смотрим в контексте происходящего в те времена, люди, которые окружали Еноха, они жили до 920, 930, 969 лет. Мафусал дожил, если я не ошибаюсь. Ребята жили по 1000 лет в среднем. А этот прожил всего лишь 365. И Бог забрал его, потому что он угодил ему. Это то же самое, если бы сегодня в нашем обществе кто-то из нас прожил бы, к примеру, там 27-28 лет. Если среднее брать 70-80, то примерно он прожил в 2,5 раза меньше, чем обычный среднестатистический человек того времени. Если брать сегодняшнее общество, человек, который ходит с Богом и который угодил Богу, это человек, который прожил короткую жизнь, но Библия говорит про него, что он был забран самим Богом в 365 лет для того, чтобы стать вторым на небесах. После того парня Авеля, который уже там ждал его. Вы никогда не задумывались, что это были первые ребята, которые встретились с Богом? И они особенным образом заслужили эту почесть. Когда мы думаем про парня по имени Енох, ходил с Богом, угодил Богу, и его не стало в 365 лет. Это то же самое, что ты ходишь с Богом, поклоняешься Ему, и тебя вдруг не стало в 28 лет. И все плачут. Там Библия говорит, что его не могли найти. Они не знали, куда он делся. Помните, как Илия был вознесен? Слуги пророков говорят: давайте мы пойдем поищем, давайте мы пойдем посмотрим, куда делся этот человек Божий, этот муж Божий, которого вознесли колесницы. Елисей сначала говорил: да хорош, не надо, его Бог забрал. Но они говорили: может быть, он там плохо пристегнулся ремнями, может быть, его где-то вынесло ветром, может быть, он где-то грохнулся на каких-то холмах, давай мы поищем. А енохи, наверное, плакали. Его родители, его дети. Они говорили: как же так, такой молодой. Такой молодой. Но у него был этот девиз. Ничто не держало его на этой земле. Он ходил и пел, каждое утро просыпаясь. Каждый день, поднимая свои глаза к небесам, он говорил: оставлю все и пойду за тобой. Я готов все, что есть, отдать, лишь была бы на мне благодать. Это тот самый девиз и тот самый лозунг, который был в сердце этого драгоценного человека. Я хочу, чтобы ты закрыл свои глаза. И я хочу, чтобы ты подумал об этом парне, который прожил очень короткую жизнь, который прожил мимолетную, фактически, жизнь свечи на фоне тех ребят, которые окружали его. Люди оплакивали. Люди думали: почему так? Он достоин был прожить очень долго. Но человек жил небом.
Я хочу, чтобы ты закрыл свои глаза, я хочу, чтобы ты подумал о небе. Это то, куда мы идем сегодня. Это то, ради чего мы сегодня здесь, на земле. Мы должны пройти, может быть, небольшой отрезок нашего пути, небольшой отрезок нашей жизни по сравнению с тем, что будет на небе. И здесь все, что Бог ожидает от нас, что мы будем смотреть на Еноха и станем людьми, которые угодили Богу. Лишь была б на мне благодать. О, Господь, сегодня я молюсь за нашу драгоценную церковь. Молюсь за каждого человека. Все, что привязало нас к этой земле. Господь, все, что держит наши ноги, как гири, и не дает нам сегодня видеть небо. Все, что затмило сегодня великого Бога. Все, что стало покрывалом наших глаз, пусть сегодня будет снято. Пусть сегодня каждый из нас без страха начнет петь эту песню, что мы хотим об одном, молим Тебя, к одному стремимся, чтобы была на нас Твоя благодать, Господь. Я готов все, что есть, отдать, лишь была б на мне благодать. Да, Господь, да, Господь, Господь, спасибо Тебе. Отец, сегодня, в этот вечер, мы говорим о том, что мы хотим вернуться сегодня к Твоему призванию. Мы хотим вернуться к тому, что Ты приготовил для каждого из нас. Мы хотим, чтобы Енох стал для нас ежедневным напоминанием, что Ты ждешь сегодня, что Твоя церковь, Твой народ, Твои дети станут люди, которые живут небом. Небом, 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 Господь. Мы хотим, Отец, оставить все, что могло прельщать нас на этой земле, чтобы бежать за Тобой. Про Еноха сказано так, что это был человек, который угодил Богу. Слово «угодил», когда мы разбираем это слово и смотрим, что оно означает в греческом языке, это значит человек, который сделал что-то приятное для Бога. Мы не читаем о том, что он давал какие-то особенные финансовые жертвы. Мы не читаем о том, что он послужил огромному количеству людей, эти люди обратились к свету. Мы не читаем ничего такого глобального, масштабного, за что мы сегодня уважаем многих служителей и говорим: вау, это муж Божий, он сделал столько всего. Про Еноха ничего не написано. Вообще. Про него написано, что он ходил с Богом, и он угодил ему. Друзья, я хочу, чтобы мы как церковь сегодня, мы стали людьми, которые задумываются над тем, как мы можем угодить Тебе, Бог. Что мы можем сделать такого, что будет приятно Твоему сердцу. Что мы можем делать такого, что будет дорого для Тебя. О чем Ты можешь сказать, что это мой сын Денис, он ходил со мной и он угодил Богу. Каждый из нас, мы знаем, что любой человек может стать чревоугодником. Любой человек может быть человекоугодником. И любой человек может быть богоугодником. Эти три категории людей, они описываются в Писании. Если вы откроете слово «угождать», там есть такое, что мы можем угождать нашей греховной плоти, которая каждый день ненасытимо хочет делать грех. Там написано, например, апостол Павел говорил: если бы я до сих пор угождал людям, если бы я до сих пор делал только то, что нравится людям, я бы никогда не смог стать слугой Божьим. А вот Енох, это был человек, который угождал Богу. Он ходил каждый день своей жизни и говорил: на этой земле меня ничего не держит. Все, что окружает меня, это всего лишь инструмент. Это всего лишь возможности, которые я использую для того, чтобы угодить Тебе, Отец дорогой.
Дорогие друзья, сегодня, когда мы думаем про веру Еноха, я хочу вам сказать, вера Еноха, она внутри нас говорит одно. Она говорит: Денис, живи для Бога. Оставь все, живи для Бога. Будь человеком, который не связан сегодня этим миром или этой землей, который не живет для огромного количества денег, который не живет для каких-то благ, для какого-то наследия, которое я оставлю, знаете, физическое наследие своим потомкам. Я хочу оставить духовное наследие. Но Бог сегодня говорит мне: Денис, живи для меня. Живи для меня. Он говорит сегодня: Бибигуль, живи для меня. Эльмира, живи для меня. И если даже тебе 50 лет, если тебе 60 лет, никогда не поздно начать. Я хочу вдохновить тебя, дорогой человек. Может быть, ты думаешь, что Бог это какой-то фейк, что Бог это что-то такое, о чем проповедуют какие-то странные проповедники, бегающие по сцене. Бог это реальность, которую ты можешь ощущать каждый день в своей жизни. И она более реальна, чем эта сцена, чем этот микрофон. Бог это реальность, которая сегодня должна завлечь свою собственную церковь. Если сегодня мы как церковь, мы не завлечены Богом. Если сегодня мы просто находимся в каких-то делах, если сегодня мы строим прекрасные отношения, мы строим прекрасные служения, мы занимаемся славными какими-то, славной движухой какой-то, но при этом мы забыли внутри того, которому мы призваны каждый день поклоняться, которого мы призваны каждый день любить, которому мы призваны каждый день говорить эти слова: ты самая главная ценность и достояние моей жизни. Если это ушло, то все остальное не имеет вообще никакого смысла. Оставлю все и пойду за тобой, Господь. Такие непростые слова, такие тяжелые слова иногда. Ты стоишь перед выбором: уехать, эмигрировать в Америку. У тебя там старые друзья, которые тебя приглашают, помогут. Ты будешь зарабатывать свои $10 000. И Дух Святой говорит: я хочу послать тебя к памирским кыргызам. И ты думаешь: $10 000 или несколько семей на Памире. Что ценнее? То, что предлагает Бог. Ценнее даже не то, что выберет твое собственное сердце, ценнее то, что предлагает Бог. Кто ты такой, Енох? Кто ты такой? Почему про тебя написано, и написано всего лишь 2 слова, из которых мы можем что-то взять? Это был человек, который каждый день, или который ходил с Богом. И второй, это человек, который угодил Богу. Знаете, что такое ходить с Богом? Это когда ты просыпаешься, и тебя вдохновляет искать Бога, тебя вдохновляет молиться Богу. Не какой-то служитель, который звонит тебе и говорит: ну что, ты уже помолился? Это не твои родители, которые говорят: если ты молиться не будешь. Я помню, меня таким образом пытались спасти. Мне сказали: если ты не покаешься, ты в ад пойдешь. Может быть, мотивация до поры до времени. Но это не та мотивация, которую Бог хочет сегодня оставить в своей церкви. Дорогие друзья, я в последнее время переживаю тяжелые иногда размышления. Я наблюдаю за определенным контингентом людей. Это люди, которые повыходили из каких-то церквей. Они вышли из церкви, из какой-то, в которой они были служителями, какими-то деятелями, какими-то творителями. Они были вовлечены в какой-то труд. И потом ты смотришь на этих людей. Они говорят: я хочу быть частью вашей церкви. Ты говоришь: хорошо. Вот в воскресенье мы собираемся. Хорошо, вот у нас молитвенная. Хорошо, вот у нас какие-то домашние группы. И ты смотришь на этого человека. Этот человек один раз появился, потом пропал на месяц или на 2. И ты понимаешь, что когда-то он был в какой-то церкви, он был в какой-то движухе, и он не пропускал ни одного собрания, он куда-то ездил, он куда-то шел, он что-то делал, он был во всей этой движухе бесконечной, и ты смотришь на этого человека и думаешь: а что поменялось? А поменялось, знаете что? А поменялась мотивация. Зрелая церковь – это церковь, которая знает Бога своего, и она угождает Ему.
Она говорит: Бог, что тебе приятно? Я буду делать это. Тебе приятно, чтобы я постился 3 дня? Я буду это делать. Тебе приятно, чтобы я каждый день искал Твое лицо? Я буду это делать. Тебе приятно, чтобы я изучал Твое драгоценное Писание и наполнял себя ежедневно этим Словом Божьим? Я буду это делать. А другая мотивация – это когда человек в тусовке, это когда человек в какой-то движухе. И он знает, если он не придет, ему позвонят и скажут: ты где был? Если он не найдет нормальную причину, если он не придумает вдруг нормальную причину, ему скажут: в следующий раз придешь и перед всеми покаешься. Второй раз, если повторится подобное, ему скажут: мы убираем тебя со служения. И знаете, вот этот страх, человеческий страх, это то, что мотивирует многих людей. Это то, что двигает людей куда-то. Это страх, который сегодня, знаете, живет внутри сердца, внутри человеческой души. Человек не живет для Бога. Человек живет для какого-то общества, частью которого он стал. Я встречаю десятки и тысячи, тысячи, наверное, громко. Сотни, наверное, тоже громко. Так много людей не встречаю. Десятки людей я вижу, которые когда-то горели, которые когда-то жили для Бога, которые когда-то бежали за Богом, которые когда-то хотели Богу угодить. Сегодня смотришь на этого человека, у него карманный Иисус Христос. Карманный Иисус Христос. Это Иисус, который просто нужен для того, чтобы помочь в трудности. Это Иисус, которому человек никогда не хочет угодить. Это Иисус, к которому человек даже и не обращается, не спрашивает: скажи мне, Иисус, что мне нужно делать для того, чтобы угодить тебе? Ты молишься когда-нибудь такой молитвой? Иисус, Господь мой, я хочу угодить тебе, покажи мне, что я могу делать. Господь обязательно тебе покажет это место Писания из книги Бытие. И он скажет: вот человек, который угождал мне. Он каждый день ходил передо мной. И когда я забрал его в 28 лет, он не пищал и не страдал от того, что почему все остались строить свой бизнес, все остались ездить на своих мерседесах, у всех продолжается жизнь, а у меня все так быстро закончилось. Он был самым счастливым, потому что он понимал: 365 лет каждый день он искал Бога, чтобы однажды встретиться с Ним. Имеешь ли ты сегодня до сих пор эту жажду, эту страсть встретиться со своим Господом? Когда я говорю некоторым людям, я обращаюсь к ним, и я говорю: я хочу угодить Богу. И не важно, как я проживу свою жизнь в плане финансов, не важно, как я проживу свою жизнь в плане того, что будут думать про меня люди. Для меня важно, когда я встречусь с Ним, когда я приду к Нему, что Он скажет мне. Мы иногда думаем, что это сказочка, очередная евангельская сказочка, где Иисус рассказывает эту притчу. Он говорит о том, что люди будут приходить к Нему, и кому-то Он будет говорить: welcome. Я ждал тебя, дорогой брат. Я ждал тебя, дорогой мой сын. Заходи, верный и добрый раб. А кому-то Он скажет: знаешь что? Ты был призван, ты был нужен, ты был дорог, ты пользовался этим, ты молился о том, чтобы я благословлял тебя, ты молился о том, чтобы я защищал твоих детей, ты молился о том, чтобы у тебя было все хорошо. Но когда дело касалось угождать для меня, каждый раз ты находил оправдание, почему ты не можешь это делать. У тебя не было времени, у тебя не было сил, у тебя не было возможности. Каждый раз ты мне рассказывал какие-то истории. И Иисус скажет: извини, ты оказался неверным. Енох, вспоминая этого мужа веры, я могу сказать только одно. Вера – это посвящение тому, кто является источником веры. Без него все будет просто глупой и смешной формулой. Без каждодневного общения с Ним, без каждодневного поиска самого Бога, вся твоя жизнь будет просто глупым посещением церкви по воскресеньям. И когда у тебя есть этот лозунг Еноха внутри твоего сердца, что бы ни происходило, ты будешь петь: я готов все, что есть, отдать
лишь была бы на мне благодать. Я пойду за тобой, что бы ни происходило. Друзья, я пророчествую сегодня для всех тех людей, кто будет нас смотреть в YouTube, для каждого из вас, что дальше будет страшнее, дальше будет ужаснее. И наша жизнь, она будет меняться очень быстро. И наша жизнь, она будет меняться очень быстро. Мы будем вспоминать какие-то времена, когда мы сидели на карантине, мы общались. Мы будем думать, надо же, было такое спокойное, классное время. Дальше непонятно будет больше. Потому что все идет к закату на этой земле. И именно за Енохом рождаются Нои. Именно за верой Еноха, когда этот маленький мальчик, только что родившийся, он наблюдал. На самом деле, Еноха уже не было в тот момент, когда родился Ной. Но Ною рассказывали, что был такой crazy man, был такой чудак, которого не интересовали клубы, которого не интересовало, что про него скажут другие люди, который не жил ради того, чтобы просто набить свое чрево. Это был человек, который хотел всей своей жизнью угодить Богу. Но, думая про этого человека, он говорил, я тоже хочу быть таким. И ему говорили, знаешь, у него была дурацкая песенка, которую он напевал каждое утро, когда он вставал. Я готов все, что есть, отдать, лишь была бы на мне благодать. И эту песню он пел как сумасшедший. Куда бы он ни приходил, он говорил, это смысл моей жизни. Я не цепляюсь за то, что видят мои глаза, потому что мое сердце видит призывающего меня. Бог — это реальность. Ты проживешь свои 70 лет, может быть, проживешь 40. Может быть, ты умрешь в этом году, никто не знает. Никто этого не знает. Пусть твое сердце будет готово к встрече с реальным Богом. Не с тем карманным Иисусом, которого ты можешь выдумать себе, который как Санта-Клаус выскакивает на праздники для того, чтобы благословить тебя, а тот самый, который для тебя Бог. Тот самый, который для тебя твой хозяин, твой господин, ради которого ты сегодня живешь. Смешно встречать людей, которых ты спрашиваешь, ты в какую церковь сегодня ходишь? А он говорит, какие церкви? Какая религия? Что за бред? Это не мое. И так я отдал лучшие годы своей жизни для этой ерунды. И ты смотришь на этого человека, и ты понимаешь, он так никогда не встретился с тем, кто является хозяином этой церкви. Он так никогда не встретился с тем, кто должен стать хозяином его души. Он так и никогда не встретился с тем, кто достоин почтения, кто достоин поклонения. Друзья, я хочу помолиться сегодня с вами одной страшной молитвой. Если ты не готов, я не советую тебе молиться ей. Но я хочу помолиться сегодня с тобой молитвой, которой молился Енох каждый день. Я так думаю, предполагаю во всяком случае. Он говорил, Бог, на этой земле меня ничего не держит. Даже если мне предложат все россыпи алмазов, даже если мне предложат самое крутое место в парламенте, даже если мне предложат сегодня самый крутой автомобиль, какой только возможно, даже если я сегодня займу какую-то позицию в этом обществе, но если не будет тебя, если не ты меня туда вводишь, он говорил, мне это не нужно. Этот человек готов был отказаться от всего, что есть на этой земле, ради того, чтобы угодить Богу. Я хочу помолиться с тобой простой молитвой. Пусть все, что может предложить этот мир, пусть все, что может предложить дьявол, который, помните, предлагал Иисусу все царства мира, у него есть такая власть до сих пор. И до сих пор огромное количество людей, которым он предлагает это влияние, власть, деньги, они клюют на его червячка. И я хотел бы просто, чтобы мы помолились, и мы сказали, Бог, все, что не ты мне даешь, все, что не ты мне предлагаешь, мне это не надо. Одна вещь, которую я хочу, это угодить тебе. Отец наш, стоя перед тобой в этот октябрьский вечер, благодарю тебя за одну вещь.
что каждому из нас Ты предлагаешь стать сегодня людьми Твоими, которых однажды Ты заберешь в те самые дома и квартиры, которые Ты приготовил на небе, для того, чтобы вечность проводить с Тобой. Отец, я молюсь, Господь, чтобы сегодня каждый здесь сидящий, он говорил в сердце своем: Бог, я хочу быть там, куда Ты ведешь меня, и я хочу стать тем, кем Ты видишь меня. Я хочу угодить для Тебя, я хочу стать человеком, чье сердце вполне и до конца предано Тебе. Отец, я молюсь, чтобы любая человеческая мотивация страха, любая мотивация, которая пришла из преисподней, мы что-то делали, вроде бы для Тебя, но наша мотивация была неверная, нет любви к Тебе, нет общения с Тобой, нет того, чтобы мы хотели угодить Тебе, а потому что мы хотели показать себя, доказать перед кем-то. Отец, молюсь, чтобы это ушло из Твоей драгоценной церкви. Сегодня, в этот вечер, мы просим Тебя об одном, чтобы в нашу жизнь пришло, и мы приняли только то, что Ты приготовил для нас. Все, что не от Тебя, мы не хотим этого. Господь, все, что не Твое, оно нам не нужно. Нам не нужны мужья или жены, которые не от Тебя. Нам не нужны бизнесы и работы, которые не Ты привносишь в нашу жизнь. Нам не нужно никакого человеческого принятия и славы, Господь, кроме того, чтобы прославлять Тебя. Все, чем может цеплять нас этот мир, все, чем может держать нас этот мир, все его богатства, все его красоты, все его величие и вся его власть, Господь, она не стоит того, чтобы клюнуть на это и потерять Тебя самого. Сегодня мы хотим быть церковью, которая угождает Тебе, которая идет за Тобой, которая говорит сегодня эти слова: оставлю все и пойду за Тобой. Оставлю все и пойду за Тобой. Все тайное, Господь. Все, что Ты знаешь, все, что Ты видишь, оставлю все и пойду за Тобой. Все, что Тебе неприятно, все, за что Ты когда-то умер на кресте и что цепляло до сих пор, может быть, мою душу, оставлю все и пойду за Тобой. Молим Тебя, Господь, о новом поколении служителей. Молим Тебя, Господь, о тех самых людях, кого Ты обещал поднять в последнее время. Апостолов, пророков. Люди, которые видят народы. Люди, которые видят потерянных. Люди, которые видят, как помочь. Которые знают, что Ты призываешь. И которые откликаются на этот Божий призыв.